Олимпиада по гагаузскому языку и культуре объединила учащихся лицеев Гагаузии 10-12 классов. Участники выполнили 2 теста и 1 творческое задание по трудам Людмилы Александровны Покровской. Они продемонстрировали не только знание языка, но и понимание научного вклада исследовательницы. Традиционно в этой олимпиаде участие принимали студенты Камрадского государственного университета. В этом году мы решили сделать исключение. Участвуют школьники. Олимпиада стала не только интеллектуальным соревнованием, но и возможностью выразить признательность Людмиле Александровне Покровской, человеку, чья научная и духовная связь с гагаузским народом навсегда вошла в историю, отметили участники состязания. Понравилось то, как был составлен тест. Вообще очень интересно было. Впервые такой формат. Впервые мы работали на такой платформе, как Moodle. До этого еще такого не было, поэтому у меня появился энтузиазм, интерес так для себя, можно сказать, пройти это, увидеть. Каждый опыт полезен. Личность Покровской очень великая. Это просто человек с большой буквы, потому что она вообще сама русская и изучила полностью гагаузов, их культуру. Учащиеся лицеев Гагаузии вместе со своими педагогами готовились к Олимпиаде, изучая биографию и научное наследие Людмилы Покровской. Особый интерес вызвали ее исследования и жизненный путь. О наиболее впечатляющих фактах рассказала ученица Молдо-Турецкого лицея имени Сулеймана Демиреля Таисия Курдогла. В своей дипломной работе в Ленинградском университете она написала о гагаузских народных песнях. Она приезжала на юг Молдовы, в Волконежский район, где оставалась и в гагаузских селах собирала народные песни, и благодаря которым она защищала свою дипломную работу. Она сама любила петь песни, и также студентам из Ленинградского университета она пела гагаузские песни «Оглан» и «Миневща». Она содействовала снятию кино про гагаузов, как раз-таки собирала материалы в Чедерлунге и подарила его музею Бишалмы. Первое место в Олимпиаде заняли ученицы лицея села Чешмекёй Елена Соколова и Диана Чолак. Второе место – ученицы лицея имени Михаила Губогла, муниципия Чедерлунга Анна Узун и Юлия Губогла. Третье место заняли ученицы лицея имени Валентина Машкова, муниципия Чедерлунга Дарья Ташогла и Эльвира Собор. Победителям Олимпиады вручили дипломы. Все участники мероприятия получили сертификаты, а также книги и журналы на гагаузском языке. Иногда судьба сводит народы с людьми, чья преданность и любовь к их культуре становится настоящим даром, отметила доктор филологических наук, конференциар, университар Иванна Банкова, говоря о Людмиле Александровне Покровской, которую она знала лично. Людмила Александровна Покровская не была гагаузской по происхождению, но стала одним из самых значимых людей в истории гагаузского народа. Это был великодушный человек. Она изучала гагаузский язык с научной точностью и искренней любовью, помогала создавать письменность и заложила основы для его сохранения. Благодаря ее труду гагаузский язык получил возможность развиться и звучать в современных реалиях, а гагаузский народ сохранить свою идентичность. Мы не забудем Людмилу Александровну и все, что было ею сделано для нас. С 1991 года Людмила Александровна преподавала в Камрадском государственном университете. Она передавала любовь к языку новым поколениям педагогов и исследователей. Она ушла из жизни в 2009 году, а по ее воле прах был захоронен в селе Бишалма, на земле, которой она отдала свое сердце. Имя Людмилы Покровской навсегда останется символом духовной связи, преданности и любви к гагаузскому народу. Благодаря ее подвижническому труду гагаузский язык не только сохранился, но и занял достойное место среди тюркских языков мира. Валентина Чобан, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ Новости.